Мой любимый сын, моя любимая дочь, в этот день я хочу, чтобы ты знал, какие бы обстоятельства ни привели тебя сюда, я предназначил этот момент, чтобы мы могли соединиться. Будьте открыты и готовы принять все, что я, ваш любящий отец, имею для вас. Я вижу твое сердце, дорогой сын, дорогая дочь, и я знаю самые сокровенные желания внутри тебя. Вера начинается с малого, как горчичное зерно. Но я хочу расширить вашу веру и поднять ее на новую высоту, на более глубокий уровень. Веры, которую вы имеете сейчас, может быть достаточно для этого сезона, но я призываю вас пойти со мной глубже, чтобы повысить свою веру, чтобы вы были готовы ко всему, что я запланировал для вас. Вам понадобится больше веры, когда вы столкнетесь с более серьезными проблемами. Я не хочу, чтобы ты дрогнул, когда враг угрожает тебе. Я хочу, чтобы твоя вера оставалась непоколебимой, чтобы не восстала против тебя. Даже сейчас я укрепляю вашу веру, чтобы вы могли твердо стоять посреди любой бури. Не сомневайтесь в моем обещании развивать вашу веру. Я верен, чтобы завершить работу, которую я начал в вас. Когда я благословлю тебя, поспешите воздать мне благодарность и честь. Будь то мир, исцеление или обеспечение, которое я дарую вам, признайте, что я истинный источник. Не приписывайте ни себе, ни чему-либо земному никакого доброго дара, ибо все благие дары исходят от меня, вашего Отца Небесного, обильно питающего детей моих. Мои благословения исключительно по благодати, и основой моей работы в вас является мой Святой Дух. Земля обетованная, которую я приготовил для тебя, не временно, это вечный дом, в котором я хочу, чтобы ты жил все свои дни. Однако сначала вам необходимо пройти через пустынные станции. Утешение его заканчивается. Я заявляю, что ваш переход в землю обетованную начинается сейчас. Вскоре ты подтвердишь все, что я сделал для тебя. Трудный сезон, с которым вы столкнулись, уступает место обещаниям. Радуйтесь и верьте словам Отца вашего Небесного. Если да, то продемонстрируйте это в комментариях, написав «Я доверяю тебе, Господь». Покидая пустыню, помните мои наставления. Я доведу их до ума в нужный момент. Запечатлейте их в своем сердце и разуме, чтобы вы могли процветать в земле обетованной. Пусть мои веления направляют каждый шаг и решение, постоянно ища мои учения, поскольку они ведут к жизни с избытком. Запечатлейте мою мудрость в своем сердце, где она сохранит вашу твердость в трудные времена. Я никогда тебя не оставлю. Пустыня подготовила вас к этому новому сезону. Не бойтесь того, что впереди, ибо я иду впереди вас, подготавливая путь. Земля готова и ждет. Она ждала тебя. Вы возделываете хорошую землю, которая принесет обильный урожай. Радуйтесь, ибо пустыня свое выполнила. Ваша вера была испытана, но она не подвела. Оставайтесь верными моему слову. Теперь вы принесете вечный плод. Помните, только благодаря моей силе вы сможете процветать и продвигаться вперед в моем королевстве. Не забывайте, что я ваш источник.
Ветка, отрезанная от лозы, быстро засыхает. Оставайтесь на связи со мной, и вы будете процветать. Я открываю двери и прокладываю путь, по которому ты никогда не сможешь пройти в одиночку. Моя рука приносит увеличение во все сферы вашей жизни. Иди осторожно в это новое время года, сын мой, дочь моя. Ищи только мою волю и путь. Берегите свое сердце от гордыни и самоуверенности. Дай мне славу во всем, что ты делаешь. Мне нравится благословлять своих детей, но я не буду делиться своей славой. Оставайся скромным и не своди с меня глаз. Приходит большое влияние. Просто используйте его, чтобы воодушевить других и указать им на меня. Хорошо представляйте своего Отца всем. Я вверяю тебе богатство не для личной выгоды, а для блага многих. Используйте мудро то, что я даю вам, чтобы мой свет сиял через вас. Я выполняю обещания, данные о тебе. То, что я объявил, произойдет в подходящее время. А пока сосредоточь свой взгляд на мне, а не на окружающих. Не уставайте и не сравнивайте себя. Каждый из моих детей идет по тому пути, который я выбираю, в том темпе, который я задаю. Ваше путешествие уникально. Наслаждайся только мной, и я исполню желание твоего сердца. Берегите свое сердце и терпеливо ждите моего времени. Отдыхай, зная, что я могу сделать больше, чем ты просишь или думаешь. Испытания в пустыне подготовили тебя к великим благословениям, чтобы ты мог быть благословением для многих. Обещание, которое я дал, обязательно будет выполнено. Но сейчас я призываю тебя на новый уровень доверия, полностью доверившись мне. Я твой источник, твое обеспечение и защита. Я очень хочу, чтобы ты запечатлел мое слово в своем сердце. Не просто послушай и забудь. Усвойте это, позвольте этому преобразить вас изнутри. В комментариях провозглашайте Слово Божье своим компасом. Как сказал псалмопевец, «Слово Твое я сокрыл в сердце своем, чтобы не согрешить пред Тобою». Когда вы воплотите мою истину в свою сокровенную сущность, она будет формировать ваши мысли, слова и действия. Естественно, вы начнете ходить моими путями. Я отделю вас на время, чтобы утвердить в вас свои пути, вдали от отвлекающих факторов. Это период обучения истинному следованию моим заповедям, всем своим сердцем, не только внешне, но и всем своим существом, посвященным мне. 40 лет в пустыне я унижал свой народ, проверяя, что у них на сердце, и будут ли они мне подчиняться. Я обещаю удовлетворить ваши потребности, но часто даю только то, что требуется на каждый день, хлеб насущный. Манны небесной достаточно, чтобы поддержать вас, не более того. Это было сделано намеренно, чтобы научить зависимости не от собственных ресурсов, а только от меня. Я хотел, чтобы они узнали, что человек живет не хлебом одним, но каждым словом, исходящим из моих уст. Вас поддерживает не еда или имущество, а мое слово, которое поддерживает все творения. Когда вы испытаете мою своевременную верность, ваша уверенность будет расти.
Вы узнаете, что ваша помощь исходит от меня, независимо от обстоятельств. Этот переход от жизни видением к жизни верой приучает вашу душу находить покой во мне, а не в том, что я могу вам дать. Мое слово становится жизнью, сокровищем превыше всего. Ты узнаешь, что пока у тебя есть я, у тебя будет все, что тебе нужно. Живя хлебом насущным, вы ориентируетесь на потребности сегодняшнего дня. Я обещаю принимать каждый день таким, какой он есть. Это создает удовлетворение в любое время года. Вместо того, чтобы искать большего и оставаться здесь, полностью доверьтесь мне. Где ты, когда идешь по пустыне, полностью доверяя мне, усваиваешь мои слова? У вас не будет недостатка ни в чем хорошем. Представляйте мне свои нужды ежедневно в молитве, выявляя результат. Откажитесь от беспокойства о завтрашнем дне, поблагодарив Его за прошлую благодать и уповая на будущую верность. На самом деле, если вы благодарны мне за свою жизнь, выразите свою благодарность в комментариях, написав «Спасибо, Господи». Сосредоточьте свой взгляд на небесном, на моих обетованиях и на Царстве. Не наблюдай о земной нужде. Держитесь моего слова как настоящей поддержки. Позвольте своей душе найти питание в моей любви. Это питание часто приходит через медитацию на Священное Писание. Выберите стих, запомните его и повторяйте в течение дня. Пусть оно пропитает ваш дух, как дождь на жаждущей земле. Шепчите это как молитву, когда чувствуете тревогу или подавленность. Как я наставлял Джошуа, держи мое слово на устах, медитируя день и ночь, чтобы тщательно следовать ему. Тогда вы будете процветать и добьетесь успеха. Проговаривайте Священное Писание вслух, чтобы обновить свой разум, заглушая пугающие или негативные мысли. Не хлебом одним живешь, но каждым словом, исходящим из моих уст. Мое слово – небесный хлеб, утоляющий ваш глубочайший голод. Это молоко и мясо для твоей души. Пока вы наслаждаетесь священными писаниями в пустыне, моя истина укореняется внутри вас, укрепляя веру и поддерживая вас в испытаниях. Когда сезон закончится, как и все времена года, ты выйдешь очищенным и подготовленным к моим обещаниям. И если мое слово будет запечатлено в вашем сердце, вы сможете полностью жить в моем царстве, в духе, научившись ходить верой, а не видением. Вы готовы к большей духовной власти, приняв обеспечение на каждый день. Теперь вы можете управлять истинным изобилием с мудростью и дальновидностью. Ваши испытания научили вас преподносить мою благодать другим. Что враг задумал во зло, я искупаю во благо. Что ж, теперь ты живешь, чтобы пролить мое слово, выгравированное внутри тебя. Как я сказал израильтянам, когда их странствие по пустыне закончилось, я вывел вас из Египта, из рабства, своим присутствием и могучей силой. Я кормил вас манной в пустыне 40 лет и учил вас жить в послушании мне. Та же мощная рука, которая расколола Красное море, чтобы освободить вас, остается протянутой. Я, поддержавший тебя хлебом с небес, вижу и знаю твои нужды. Я, накормившая душу твою своим словом,
доведу до конца это доброе дело, начатое в тебе. Вы, прошедшие через огонь нефтеперерабатывающего завода, выйдите подготовленными ко всему, что я запланировал. Контейнер, в который я могу перелить полностью. Сын мой, дочь моя, мужайся, ибо я не забыл ни тебя, ни планов и целей, которые у меня есть для тебя. Я выращиваю тебя, растягиваю тебя, готовлю к большим свершениям. Урожай придет в свое время, если не продолжать верить в мое идеальное время. И в комментариях заявите, что время, выбранное Богом, идеальное. Я знаю, что это нелегко, но я с тобой на каждом этапе пути. Не спускай глаз со меня, твоего любящего Отца. Я призываю тебя к новому уровню щедрости, сын мой, дочь моя. Точно так же, как я щедро заботился о ваших нуждах, поделитесь тем, что я дал вам, с другими. Когда вы сталкиваетесь с нуждой, продолжайте сеять семена веры. Делайте пожертвования, инвестируйте в мою работу и моих людей. Давайте щедро, так же, как вы получили даром от меня. Хотя вы не увидите мгновенных результатов, ваши щедрые семена со временем размножатся. Когда вы поливаете других, я посылаю на вас дождь благословений. Щедрость, которую вы посеяли, вырастет обильным урожаем. Когда вы почтите своими первыми и лучшими плодами, небесные шлюзы откроются, и я изолью на вас изобилие, которое вы не сможете вместить. Я благословлю вас процветанием и обеспечением, которые вольются в вашу жизнь. Продолжай шаг за шагом следовать моим указаниям в этом сезоне, мой дорогой сын, моя дорогая дочь. Я знаю дорогу через пустыню, будь рядом со мной и полностью доверяй мне. Я приведу вас в землю обетованную, которую я приготовил для вас, место широкое, красивое, полное цели, влияния и благословений. Испытания, с которыми вы столкнулись, подготовили вас к тому, что должно произойти. Теперь у вас есть глубина и богатство, которыми вы можете поделиться с другими. Так же, как вы щедро получили от меня, продолжайте дарить другим. Сейте семена веры и щедрости, поливая засушливую почву. Что ты посеял в слезах, ты пожнешь с радостью, мой дорогой сын, моя дорогая дочь. Ничто не может помешать моим целям. Через испытания ты убедишься в моей верности. Невзгоды – это приглашение доверять себе глубоко, за пределами человеческого смысла. Пути мои выше, мысли мои выше, но слово мое остается верным. Мой завет с вами вечен, заключен прежде создания мира. Я объявляю открытую дверь, которую никто не сможет закрыть. Я расчищаю путь и иду перед тобой. Тот же Дух, который воскресил Христа из смерти, обитает в вас, оживляя мечты и открывая судьбы. Там, где вы видите бесплодную землю, я вижу обещания и потенциал. Со мной все возможно. Не пренебрегайте малыми начинаниями, ибо семена горчицы вырастают в могучие деревья. Искра зажигает пламя. Один акт послушания ведет к следующему. Каждый шаг приближает вас глубже к моей цели. Продвижение требует веры, но смелость привлекает разрушение барьеров. Развивайте щедрость,
сейте семена доброты, давайте, и вы будете благословленны. Когда ты почувствуешь давление, потрясение, переполнение, широко протяни руку бедным, и я удовлетворю твои нужды. В засуху я хозяин скота на 1000 гор, и все золото и серебро мое. Надейся на мое обеспечение, сия щедро, принося первые плоды свои на жертвенник мой, принося десятину из всего, что я дал. Ты увидишь небо открытым и станешь свидетелем моей верности. Помни, что я верен, и ты тоже можешь быть верен мне. Продемонстрируйте это, написав в комментариях: «Бог верен, и я тоже». Мой сын, моя дочь, активируй мои благословения в своей жизни. Разрушьте дух дефицита в своей жизни и давайте щедро, потому что вы получили даром. Помните о субботе и соблюдайте ее свято. Прекратите свои усилия и помните, что я Бог. Я никогда не сплю, я поддерживаю Вселенную своим словом. Покойся в моей полноте, будь в покое, отпусти контроль и пребывай в моем присутствии. Я работаю молча, когда кажется, что ничего не меняется. Не судите по внешнему виду, ибо моя сила сильно действует на тех, кого игнорируют люди. Для меня большая честь быть со мной. Я вижу внутреннюю ценность и неограниченный потенциал во всех моих детях, независимо от того, выдающиеся они или маргинализированные. Подружитесь с исключенными, защитите уязвимых, и вы будете защищать меня. Не радуйтесь падению других. Я оставляю 99 искать единственного, потому что я пастырь добрый, смиренный сердцем. Вспомни, откуда я тебя спас, из глубин твоего бунта. Моя милость ведет тебя к покаянию. Снисходи к ошибкам других, прощай, как я простил тебя. Прежде всего, любовь. Пусть это будет вашей целью, вашей короной, вашим наследием. Выражайте свою любовь обильно, безоговорочно, чего бы это ни стоило. Моя любовь в тебе приносит преображение, растворяет горечь, покрывает грехи, зажигает цели. Любовь никогда не подводит. Не бойся, сын мой, дочь моя. Разве я не повелел тебе быть сильным и смелым? Я пойду впереди тебя в бой. Никакое оружие, созданное против вас, не будет успешным. Поднимите флаг, когда враг наступает, как наводнение. Ты больше, чем победитель моей любви. Мои ангелы прислушиваются к моему голосу, защищая тебя всеми способами. Когда ты проходишь через воды, я с тобой. Пройдя сквозь огонь, вы не обожжетесь. Мое присутствие приносит утешение в утрате, исцеление в болезни, свободу в плену. Я прокладываю путь, когда кажется, что пути нет. Моей благодати достаточно для всех твоих нужд. Моей силой ты можешь все. В твоей слабости раскрывается моя сила. Ваш урожай созревает. Вы с избытком пожните то, что посеяли в слезах. Превратите траур в танец, пепел в красоту, пустыню в источники воды, бесплодие в плодородие, отчаяние в надежду. Я делаю все новое. Земля обетованная ждет. Я приготовил для тебя богатое наследство, бескрайнее царство. Ты назван сонаследником моего сына,
и небеса празднуют твое прибытие домой. Войдя в полноту радости, прими приготовленный для тебя венец, сохраненный от вечности, но украшенный уникальным образом для тебя. Молодец, мой добрый и верный слуга, молодец, мой сын, моя дочь. Ты всегда принадлежишь мне, я знал тебя еще до начала времен, чудесно сформировавшегося. Ваша ценность была куплена за бесконечную цену. Пока ты был грешником, я примирил тебя кровью Христа. Я восхищаюсь тобой, пою о тебе, мой сын, моя дочь. Ничто не может разлучить тебя с моей любовью. Я за тебя, кто устоит, когда я рядом с тобой. Мои глаза прикованы к тебе, мои уши настроены на твой крик. Даже самый тихий шепот я слышу и отвечаю. Никакая потребность не является слишком маленькой для моей заботы. Каждое желание находит приют в моей заботе. Если вы чувствуете это сердцем, прославьте мое имя, заявив в комментариях «Слава Богу!». Я вечный Бог, который не унывает и не утомляется. Мое понимание безгранично, сумма всей мудрости пребывает внутри меня. Я держу Вселенную в своих руках. Я изрек свет к существованию одним словом. Я успокаиваю бушующую бурю, веду царей и народы по своей воле. Один я открываю тайны и истолковываю все на небе и на земле. Все подчиняются моему правительству. Однако я знаю тебя по имени. Я поделился с тобой своими планами, я одарил тебя и поручил тебе приносить вечный плод. Ты очень важен для меня, мой драгоценный сын, моя драгоценная дочь. Наше общение – высшая привилегия в жизни. Близость со мной – твоя высшая радость. Прибудьте во мне, и вы будете процветать. Укореняйтесь, как дерево, у потоков вод, питаясь хлебом жизни, пить живую воду, насыщающую вечно. Приходите и пируйте за моим столом, услышьте мой голос выше всех остальных. Пусть мое присутствие будет твоим жилищем. Нужно только одно, мой сын, моя дочь. Выбирайте лучшую порцию, как это сделала Мария. Ищи моего присутствия превыше всего. Найдите время помолчать со мной, заявите о своей потребности во мне, жаждите большего от меня, и вы наполнитесь невыразимой радостью. Путь жизни находится только во мне. Следуйте моей мудрости и развивайтесь в обучении. Ищите мою волю во всем, что делаете, посвящайте каждый момент священным. Позвольте моей славе вести вас, позвольте моему духу вести вас ко всей истине. Он научит тебя всему и запомнит мои слова. Слушай мой шепот, наблюдай за моими знаками, следуй моим заповедям, и ты закончишь свой забег сильным. Я за тебя, а не против тебя. Даже дисциплина доказывает мою любовь, как хороший отец, которого я обучаю и исправляю, чтобы раскрыть праведность в твоей сокровенной сущности. Я подрежу, чтобы ты мог принести больше плодов. Утонченность заставит вас сиять. Позвольте сопротивлению завершить в вас свою работу. Доверьтесь моему времени и процессу. Я никогда не обещал легкости в этой жизни, но я победил мир. Не бойтесь скорби, драгоценное испытание вашей веры.
Моя сила совершенна в твоей слабости. Держись за меня, за якорь, который крепко держит надежду. Во мне скала, которую невозможно поколебать. Покойся с моим суверенитетом. Ничто не может остановить мои цели. Ты мой избранный, и ты запечатан моим духом. Называю тебя по имени, принимаю и утверждаю через любимого Сына. В нем утверждена ваша праведность. Твоя работа сделала тебя вечно святым и непорочным. Вы полноценны в нем, у вас нет недостатка ни в чем. Моей благодати достаточно для всякой нужды, сын мой, дочь моя. Ты всегда принадлежишь мне. Наша история разворачивается именно так, как я и предполагал, задолго до начала времен. Дни, предназначенные для вас, приближаются к осуществлению, каждый из которых тщательно спланирован. Мое видение твоей жизни осуществится, когда ты пойдешь со мной. Оставайся на жизненном пути, который я для тебя разработал, не спускай с меня глаз. Вместе мы сотворим из пепла красоту, раскроем судьбы, увидим искупленные мечты и воспламененное сердце. Сотрудничайте со мной, чтобы построить мое королевство. Протяните руки, чтобы благословлять и служить, инвестировать в отношения, распространять семена веры, взращивать единство, возвращать надежду отчаявшимся и жить наследием, которое превзойдет вашу собственную жизнь. Я создаю все новое, даже смерть не может остановить мою работу по восстановлению. Если вы примете эту восстановительную работу в свою жизнь, заявите об этом в комментариях, написав: «Я принимаю твою работу, Господь». Та же самая сила, которая воскресила Иисуса, наделяет вас силой. Я имплантировал вечность в твое сердце. То, что ты посеял в моем королевстве, будет длиться вечно. Земля и дела ее пройдут, но слово мое останется неизменным. Сохраняйте надежду, проявляйте терпение и сопротивление. Куколка утончается, тяжесть углубляет уверенность, тоска усиливается и радость появится в свое время. Смотри на моих чудес, они приближаются. Я выведу тебя из этой пустыни, мой дорогой сын, моя дорогая дочь. Я твой щит победы, я иду впереди тебя, чтобы победить каждого врага и открыть путь к твоему наследству. Гиганты для вас всего лишь хлеб, и никакое колдовство не сможет устоять, ибо вы маршируете под моей властью и силой. Все закончено, ваша земля обетованная ждет. Вскоре вы перейдете в землю, уготованную для вас, в место изобилия, где вы ни в чем не будете нуждаться. Я вывожу вас из ограничений в расширение. Отношения, истощившие вашу душу в прошлых сезонах, уступят место животворящим связям, божественно предначертанным мной. Эти новые, питательные связи с другими людьми раскроют больше моего любящего сердца, расширят вашу способность дарить и получать любовь. Примите глубину и богатство заветной любви, которые я хочу, чтобы вы испытали. Расширение влияния потребует более глубокого смирения. Освободи себя от земных сокровищ и устреми взор к вечным наградам. Поверьте мне, что я предоставлю больше ресурсов и поспешу свободно благословлять других. Будьте каналом моей щедрости, а не просто резервуаром. Распространяйте мою любовь Агапе,
куда бы вы ни пошли и куда бы я вас ни направлял, предоставляйте то, куда я направляю, и изливайте ее, когда приходят невзгоды. Не падайте духом и не унывайте, полностью наклонитесь ко мне, и я обновлю ваши силы. Когда вы ждете меня, приносите мне свои разочарования и задержки. Мое видение велико и восторжествует. Я создаю ручьи в пустыне как раз тогда, когда жажда кажется ненасытной. Помните об обещании рассвета, даже когда ночная тьма становится гуще. Вы становитесь управителем надежды для удрученных. Ваш голос вдохновит следующее поколение, а ваша смелость и смелость в вере зажгут радикальную веру в тех, кто довольствовался малым. Вы будете искателем и преследователем истины, развивая близость со мной, и, как следствие, ваша преданная жизнь укажет другим на их собственную землю обетованную. Цветение, которое я вызываю в вашей внутренней жизни, вскоре проявит себя внешне, и другие смогут это увидеть. Идя со мной в тесном общении, вы полностью населяете землю, которую я обещал вам. То, что я заявил о тебе, я добросовестно выполню. Вы можете поверить мне на слово. Можешь доверять моим обещаниям. Вместе мы заглушим голос обвинителя. Люди будут уважать того, кто тебя послал. Вокруг вас изменятся системы, и противодействие превратится в помощь. Но можете ли вы представить это и поверить в это всем своим сердцем? Если да, то если ваша уверенность в моих обещаниях для вашей жизни сильна, напишите в комментариях: «Моя уверенность в Боге непоколебима». Благодаря моей благосклонности у вас не будет недостатка в влиянии, связях или обеспечения, необходимых для выполнения всего, что я написал для вас. Двери, которые я предназначил для вас, не могут быть закрыты. Я уже приготовил для вас стол в присутствии скептиков, где вы будете наслаждаться сверхъестественным изобилием даже среди раздора и нужды. Я добился для вас благосклонности и влияния в местах, куда вы еще не достигли или не распознали. Дары и таланты, которые я вложил в вас, проложат путь и принесут продвижение по службе. Помните, что все, чего вы достигнете, исходит от силы моего духа, действующего внутри вас, а не от вашей собственной природной силы и способностей. Вы добьетесь успеха не с помощью стратегии или человеческой силы, а с помощью моего духа. Продолжайте инвестировать в живые воды моего присутствия. Пребудьте в потоках моего духа, где пребывает мое помазание. Посвятив себя моему слову, провозглашая истину и приводя свои мысли в соответствие с моими обещаниями, вы испытаете трансформацию изнутри. Эта молитва неописуемо сильна, и все мои сыновья и дочери, которые молились ею с верой, веря всем своим сердцем, исполнили свои желания и мои обещания в своей жизни. Поэтому, сын мой, дочь моя, впредь концентрируйся еще больше и не давай противнику никаких брешей, чтобы сорвать этот момент. Не позволяйте ему отнять у вас благословения, которые с любовью сохранены посредством молитвы, о которой мы помолимся ниже. Могу ли я рассчитывать на вас? Если да, то, пожалуйста, выразите это в комментариях, написав: «Сейчас я сосредоточен на Боге». Дорогой сын, дорогая дочь,
я возьму тебя за руки и буду вести тебя во время молитвы. Поэтому с сердцем, полным веры и нерушимой преданности, повтори со мной вслух или мысленно следующую молитву: «О Боже и милостивый Небесный Отец, знающий глубочайшие тайны моего сердца, я прихожу к Тебе в этом священный момент молитвы. Ты, указавший шаги моего пути, вел меня через пустыню жизни, готовя меня к изобилию земли обетованной, которую Ты обещал своим любимым детям. Отец, я благодарю Тебя за Твой тихий голос, который эхом раздается в глубине моего существа, напоминая мне о важности развития веры, которая, как горчичное зерно, начинается с малого и вырастает до невообразимых высот. Я прошу Тебя, Боже, продолжать укреплять мою веру, поднимая ее на новый уровень доверия и близости с Тобой. Вы, мое убежище и сила, позволяете мне твердо стоять во время бурь в пустыне, где вера подвергается испытаниям, но не поколеблется. В тиши души моей я узнаю Твою верность, потому что даже когда я сомневался, Ты оставался непоколебимым, верным обещанию привести меня в землю обетованную. А Небесный Отец, в этот момент я подчиняюсь Твоей суверенной воле, уверенный, что каждое испытание, с которым я столкнулся в пустыне, было подготовкой к великим планам, которые Ты приготовил для меня. Вы, автор моего путешествия, написали каждую главу с любовью и целеустремленностью. Формируйте меня в минуты тишины и в яркие ответы на мои молитвы. В пустыне я научился полностью зависеть от Тебя, моего кормильца и защитника. Я благодарю Тебя за то, что Ты являешься источником всех добрых даров, за Твою поддерживающую благодать и за Твоего Святого Духа, который является постоянным наставником. Посреди неопределенности укрепи меня, Боже, чтобы я оставался стойким в своей вере, даже перед лицом проблем, которые может принести будущее. Ты, Творец времени и пространства, превосходишь времена года пустыни и выводишь меня за пределы духовной засухи. С благодарностью в сердце я вспоминаю Ваши обещания, которые, как манна небесная, питали мою душу в минуты нужды. Я доверяю Твоему Слову, ибо Ты – Бог, который никогда не подводит, который завершает то доброе дело, которое Он начал во мне. А Господь, мой вечный Отец, я благодарю Тебя за каждое время года, даже за трудные времена в пустыне, ибо я знаю, что с каждым испытанием Ты лепил мой характер, укреплял мою веру и готовил меня к изобилию земли обетованной. Пересекая пустыню, я вспоминаю Твои наставления, выгравированные в моем сердце, чтобы я мог процветать и процветать на земле, которую Ты обещал. Пусть каждый Твой указ направляет мои шаги и решения, ведя меня к полноте изобильной жизни, которую Ты приготовил для меня. Господи, покидая пустыню, я прошу, чтобы смирение оставалось в моем сердце, чтобы я никогда не забывал, что Ты – источник всякого процветания, и чтобы, благословляя, мой ответ был благодарностью и честью Тебе, мой Бог. Верный Отец, когда я войду в землю обетованную, которую Ты приготовил для меня, я верю, что моя жизнь будет отражением Твоего света, освещающего путь для других, ищущих надежду и цель. Дай мне возможность мудро использовать богатства, которые Ты доверил мне, распространяя Твой свет и любовь повсюду, куда бы я ни ступал. Господь, я благодарю Тебя за обещания, которые Ты дал обо мне,
ибо я знаю, что они скреплены Твоей верностью. По мере моего продвижения в землю обетованную, помоги мне помнить, что только по Твоей милости я могу процветать и продвигаться вперед в Твоем Царстве. Боже, в Своей щедрости излей на меня силу Твоего Святого Духа. Пусть полнота Твоего присутствия обновит мой разум, изменит мои привычки и сформирует мой характер. Позвольте мне быть живым свидетелем Вашей благодати и любви, вдохновляя других искать Ваше лицо. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты провел меня через пустыню и за исполненное обещание земли обетованной. Веди меня, о Боже, за пределы моего понимания, чтобы я мог принять великую цель, которую Ты приготовил для меня. Пока путешествие продолжается, я доверяю Твоей руке, которая идет передо мной, готовя путь и побеждая каждого врага, который восстает против Твоей воли. Пусть каждое испытание станет шагом на пути к моему восхождению, позволяя мне достичь высот, прославляющих Твое имя. Отец, взгляни благосклонно на меня, Твоего любимого Сына, Твою любимую дочь, и помоги мне остаться верным Твоему Слову. Пусть моя жизнь станет свидетельством Твоей непоколебимой любви, Твоей неизменной верности и Твоей искупительной благодати. Вступая в этот новый сезон, я славлю Тебя, Боже, потому что я знаю, что история, которую Ты вплетаешь в мою жизнь, только начинается. Господи Боже, неисчерпаемый источник любви и мудрости, в этот момент молитвы я открываю перед Тобой свое сердце, сознавая величие Твоего присутствия в моей жизни. Ты, который вел меня через пустыню, закалял мою веру и готовил меня к полноте земли обетованной, достоин всякой чести и поклонения. Я благодарю Тебя, Отец, за каждую станцию пути, потому что я знаю, что в каждом испытании Ты формировал мой характер, чтобы он отражал Твою славу. Продвигаясь по земле, которую Вы приготовили, я прошу о вере, которая выходит за пределы видимого, о вере, которая позволит мне свернуть горы и осуществить мечты, которые Вы вложили в мое сердце. Пусть моя жизнь станет живым свидетельством Твоего величия, вдохновляя других искать Твое лицо. А Боже, в Твоей бесконечной милости пролей на меня проницательность, чтобы осознать возможности, которые Ты предоставил мне в земле обетованной. Пусть я буду чувствителен к руководству Твоего Духа, позволяющего мне принимать мудрые решения, соответствующие целям, которые Ты преследуешь для меня, Небесный Отец. В земле обетованной, где обещания становятся реальностью, я прошу, чтобы моя жизнь стала каналом благословения для окружающих. Дайте мне возможность щедро сеять поле королевства, вкладывать средства в жизни других и делиться богатствами, которые я щедро получил от Вас. По мере того, как я продвигаюсь вперед в изобилии Твоего обещания, помоги мне стать инструментом Твоей любви. Пусть каждое мое действие будет отражением Твоего характера, распространяя свет и надежду, куда бы я ни пошел. Укрепи меня, чтобы я стал агентом трансформации, приносящим исцеление и восстановление миру, жаждущему прикосновения Твоей благодати. Господь, входя на плодородное поле земли обетованной, я прошу, чтобы урожай был обильным и чтобы я мог поделиться плодами с нуждающимися. Пусть моя жизнь станет живым свидетельством Твоей верности, памятником, воздвигнутым, чтобы провозгласить, что Ты – Бог, который сдерживает свои обещания.
Дай мне, Господи, идти путями справедливости и праведности в земле обетованной. Пусть я буду известен не только своими делами, но и чистотой своего сердца. Пусть Твой свет сияет сквозь меня, рассеивая тьму и освещая сердце, потерянные во тьме. В Твоем присутствии, Отче, я нахожу покой своей душе, зная, что Ты – постоянный хранитель в земле обетованной. Пусть мир, превосходящий всякое понимание, царит в моем сердце, несмотря на все трудности, которые могут возникнуть. Помоги мне полностью довериться Тебе, зная, что Ты – автор и совершитель моей веры. Продолжая путешествие в землю обетованную, я прошу мужества противостоять гигантам, которые могут встретиться на моем пути. Пусть уверенность в Твоем авторитете и силе позволит мне преодолеть любые препятствия, потому что я знаю, что в Тебе я больше, чем победитель. Господь, я славлю Тебя за Твой совершенный план, который разворачивается в моей жизни. Пусть каждый опыт в земле обетованной будет отголоском Вашей безусловной любви. Дай мне возможность принять разнообразие путей, которые я иду, веря, что каждый обходный путь – это возможность испытать больше Твоей благодати. А Боже, двигаясь вперед, я прошу благодарного сердца. Пусть я никогда не забуду поблагодарить за все благословения, исходящие из Твоей руки. Пусть благодарность станет постоянной мелодией моего существа, признавая, что все, чем я являюсь и что имею, происходит от Твоей щедрости, Небесный Отец. Когда я вхожу в полноту земли обетованной, я молюсь о божественной мудрости. Пусть каждый мой шаг будет направляться Твоим светом, и пусть Твое Слово будет светильником для моих ног, освещающим путь, по которому мне следует идти. Дай мне различать пути, ведущие к жизни, и те, которые могут отклониться от Твоей воли. Ты неиссякаемый источник жизни, Боже, и я прошу возрождения в земле обетованной. Пусть Твой Святой Дух изольет на меня, обновляя мой разум и восстанавливая мою душу. Я прошу сострадания к окружающим. Пусть мое сердце будет чувствительным к нуждам других, и пусть я буду инструментом Твоей любви и благодати. Дай мне возможность протянуть руку помощи с состраданием, делясь любовью, которую я получил от Тебя. Двигаясь вперед, я осознаю важность общения с Тобой, а Боже. Пусть моя жизнь будет отмечена постоянным поиском Твоего присутствия. Помоги мне расставить приоритеты во времени с Тобой, слушать Твой голос и следовать Твоим заповедям, чтобы я мог все больше и больше приближаться к Тебе. Я прошу о влиянии, отражающем Твое Царство. Дайте мне возможность стать проводником перемен, неся свет в темное место и надежду в обескураженное сердце. Пусть каждое мое слово и действие будут пронизаны Твоей любовью, указывая другим на красоту Твоей искупительной благодати, Господи. Продолжая путь в землю обетованную, я благодарю Тебя за победу, которая уже обеспечена во Христе Иисусе. Пусть уверенность в моей позиции в Тебе станет якорем моей души, укрепив меня в бурях и гарантируя, что даже перед лицом трудностей я остаюсь твердым в Твоем обещании, Небесный Отец. Созерцая горизонт земли обетованной, я прошу смелости исследовать новые территории, которые Вы приготовили для меня. Пусть я не отступлю перед лицом неизведанного,
а смело иду вперед, веря, что Твоя рука направляет и поддерживает меня, когда я пересекаю долины и поднимаюсь в горы. Прошу стойкости, чтобы я не унывал перед трудностями, но, укрепляясь Твоей благодатью, продолжал путь с непоколебимой верой. Пусть каждый шаг будет свидетельством Твоей преобразующей силы и Твоей постоянной верности, Господь Бог. Вступая в землю обетованную, я прошу о духовном развлечении. Дай мне знать, как отличить голоса, требующие моего внимания, от нежного руководства Твоего Духа. Дай мне возможность следовать Твоему водительству, даже когда мир вокруг меня пытается увести меня с пути праведности. А Боже, Ты моя скала и крепость, безопасная гавань в земле обетованной. Пусть я обрету безопасность в Твоем присутствии, веря, что в трудные времена Ты – моя настоящая поддержка и помощь. Пусть каждое испытание станет возможностью увидеть Твою силу, действующую во мне, Господь. Созерцая пейзаж земли обетованной, я прошу о смирении. Пусть я осознаю, что все достижения и благословения исходят от Тебя, и пусть я не буду хвалиться своими собственными достижениями. Пусть смирение станет основой моего характера, позволяя Твоей славе сиять в моей жизни. Продолжая свое путешествие, я благодарю Тебя за отношения, которые Ты приготовил для меня в земле обетованной. Пусть я буду агентом исцеления и восстановления в образующихся узах, отражая Твою любовь, которая примиряет и укрепляет. Пусть каждое взаимодействие будет возможностью продемонстрировать благодать и сострадание, которые я получил от Тебя, Небесный Отец. Погружаясь глубже в землю обетованную, я прошу о расширенном видении. Могу ли я заглянуть за пределы непосредственных обстоятельств и понять большую цель, которую Ты имеешь в моей жизни? Пусть мое видение будет соответствовать Твоей воле, позволяя мне видеть мир вокруг себя глазами веры. А Боже, я прошу радости, превосходящей обстоятельства. Пусть радость Господа будет моей силой, поддерживая меня во времена трудностей и наполняя мое сердце благодарностью во времена изобилия. Пусть моя жизнь станет гимном хвалы Твоей постоянной верности, Господь. Вступая в землю обетованную, я прошу глубокого понимания Твоего слова. Пусть я со смирением вникаю в Священное Писание, позволяя истине Твоего учения формировать мой разум и сердце. Дай мне возможность жить согласно вечным принципам, которые мы находим в Твоем Слове. Идя по плодородным полям земли обетованной, я молюсь о обильном урожае справедливости и праведности. Пусть мои действия будут способствовать построению мира, в котором справедливость течет рекой, а праведность является основой. Пусть моя жизнь станет осязаемым выражением Царства Божьего, положительно влияя на окружающую среду вокруг меня, Господь Бог. В полноте земли обетованной я прошу мужества противостоять вызовам, которые могут встретиться на моем пути. Пусть я буду облачен в духовное вооружение, которое Ты даешь, позволяющее мне противостоять козням врага. Пусть Твой свет рассеет тьму вокруг меня, позволяя мне двигаться вперед смело и уверенно. Глядя на горизонт земли обетованной, я благодарю Тебя, Боже, за это путешествие. Пусть каждый шаг будет выражением моей любви к Тебе, и пусть каждая победа будет свидетельством Твоей верности.
Пусть я никогда не забуду, что Ты – Бог, который направляет, защищает и наделяет силой, и что в Тебе мы находим полноту и цель, закрепленные в святом имени Иисуса Христа, Господа и Спасителя человечества. Мы молимся. Аминь.